Величественный архитектурный ансамбль Цори притягивает внимание сотен и тысяч туристов не только из России, но и всего мира. Только вот пока преимущественно фотографиями в интернете. Так как дорога к башням длинная и трудная, то и приезжают сюда редко, но путь длиной в несколько десятков километров – ничто при одном взгляде на этих каменных исполинов. Туристам советуем одевать хорошую обувь, хорошие подошвы, нескользящие желательно. Опять же, хорошая одежда, ветровка, кепка, чтобы не загореть. И передвигаясь по таким башенным комплексам, которые построены на скалах, как уже мы повторимся, соблюдать все меры предосторожности, потому что там есть камни и с острыми краями, там есть камни гладкие, поступать аккуратно. Министерство экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии развивает новые маршруты в нашей республике. Поток туристов увеличивается с каждым годом, и потому потребность в новых локациях, которые были бы интересны гостям, также возрастает. Маршрут предполагает, что сюда будут постоянно приезжать туристы, не только приезжать, но и пешком проходить, потому что мы планируем создание радиальных маршрутов, то есть уже на основе вот этого маршрута радиальный маршрут у нас будет, то есть когда люди уходят, допустим, у них остановка на Тхабаерды или на Таргиме, Кикал, оттуда идут пешком до Судова, по тропинке спускаются и по нижнему ущелью, допустим, по ущелью реки Олойхи, которая протекает внизу, и они возвращаются обратно уже откуда они вышли. Это называется радиальный выход. Башенный комплекс Цори насчитывает десятки жилых, полубоевых и несколько боевых башен. В свое время это была огромная крепость, защищенная с одной стороны Цори-Иламским хребтом, с другой – каменными башнями. В свое время данный комплекс был центром царинского общества, которое было одним из очагов формирования нашего народа, нашей нации. И здесь, как видите, много разного типа башен. Это в первую очередь боевые башни, которых 3, к сожалению, они разрушены частично. Также около 20, если не больше, хозяйственных башен с различными пристройками. 12 могильников, которые находятся с той стороны и с той стороны внизу. И 1 мавзолей. Тем не менее, время не щадит даже камни. Спустя века эти башни оказались в полуразрушенном состоянии и теперь нуждаются в умелых руках реставраторов. سكينة سابري خوز محتاجي خوز عالم دولج محتاجير تحقي يمحتاجيج حنيسيا حتويا حواج وحاشيا دحوق علامة على جوا خوز خير محتاجير. Самый маленький по территории субъект России может похвастаться наибольшим количеством памятников архитектуры и культуры. Склепы, солнечные могильники, древние храмы и башни. Каждый камень в этих сооружениях несет в себе историю предков. Наша задача – не забывать, каким трудом все это было построено, и сохранять наше культурное и историческое наследие. Тамерлан Хамхоев, Тимур Ужахов, Новости 24.